В этом выпуске вновь посетим страну башен, где я побывал на ингушской традиционной свадьбе. Покажу, как играют свадьбу у ингушей. Расскажу про местные традиции, которые касаются свадьбы. И узнаете, почему жених никогда в этой жизни не должен видеться и общаться с тещей и зятем, и зачем невесту через несколько дней ведут к поводу. Соответствовать представлениям о прекрасном, жить по понятиям своего народа, по его неписанным адатам, так ингушей учили их отцы и деды, и эту самобытность они сохранили, будучи в изгнании, лишенные родного крова и земли предков. Они старались придерживаться этого, несмотря на изменяющееся время, на трансформацию нравов и традиций в современном мире устройстве. Всех моих подписчиков, а также постоянных зрителей я приветствую. Меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях и не только. И как вы уже догадались, в этом блоге речь пойдет про настоящую ингушскую свадьбу. Свадьба была у моего друга Хамзата Бекова, который живет вот уже более 20 лет во Франции. И он, как настоящий ингуш, приехал к себе на родину, чтобы сыграть настоящую традиционную ингушскую свадьбу по всем адатам. Свадьба была как в ресторане, так и дома. Поэтому, если вам интересно, прямо сейчас подпишитесь на мой канал, бейте в колокол, чтобы не пропускать мои следующие влоги, а также прямые эфиры. Ставьте лайк этому видео, пишите ваш комментарий, может быть, вы поделитесь какой-то традицией, которую я опустил в этом блоге. Ну и, конечно же, если хотите поддержать мой канал, то вся информация внизу в описании под этим видео. И самое главное, сейчас никуда не уходите, смотрите до конца. Поехали! Запомните сразу вот эту деталь, как родственница жениха иголкой подкалывает платье невесте. Про это я расскажу чуть позже. Итак, сейчас я буду вам рассказывать про основные традиции с самого начала, пока вот здесь невесту готовят к свадьбе. В руках ингушской невесты вы никогда не увидите цветов, а увидите вот такую сумочку, куда невесте будут складывать денежку родственники, а также гости на свадьбе. А знаете, за что будут давать деньги? За то, чтобы разговорить невесту, потому что на протяжении всей свадьбы она будет стоять в специально отведенном месте и молчать. И вот, чтобы ее разговорить, нужно будет дать денег. Сватают невесту жениху дед, отец, старший брат или самые близкие родственники. Сватовство происходит в несколько этапов. Сначала приходят и говорят о своих намерениях, потом узнают ответ и только после этого назначают день свадьбы. Но прежде жених обязан дать калым своей невесте. И сумма устанавливается старейшинами Республики Ингушетия, одинаково для всех, независимо от положения. А дальше невесту усаживали в лучший автомобиль и отправляли ее к жениху, к месту событий. Что хочу сказать еще про кортеж. Заблаговременно определялся состав свадебного кортежа под контролем старших. Впереди кортежа ехала машина со стариками, которую нельзя было обогнать в знак уважения. А также в состав входили машины с молодежью, с незамужними девушками и неженатыми парнями, которые, кстати, также могли познакомиться и на свадьбе. Ведь раньше у ингушей не было таких шикарных свадеб в ресторане или дома. Когда они жили в горах, в родовых своих башнях, парни и девушки знакомились как раз таки у родника. Но про родник мы еще поговорим чуть позже. Первый, кто встречал невесту, это была родственница со стороны жениха, которая стелила под ноги прибывшей невесте коврик и клала веник. Девушка должна была не перешагивать его, а поднять и отложить в сторону. Для тех, кто у нас много гостей,
мальчика давали невесте в руки для того, чтобы с пожеланием, чтобы у нее родился мальчик, первенец желательно, потому что, имея сына, невеста, женщина имеет спину, имеет тыл и защиту. Там, где бы она ни находилась, везде. Поэтому мы желаем нашей невесте, так же, как и все, кто находится в этом зале. Зара, ты вот за спиной невесты не видела, а мальчик-то не хотел уходить, ухватился за невесту. Да я понимаю. Как за волосок последний. Такой маленький, а такой уже не глупый. Да, такой маленький, а уже ингуш это называется. Еще одна интересная традиция у ингушей, которая касается, конечно же, свадьбы. Вот, например, у русских жених и невеста находятся на протяжении всей свадьбы вместе, как и родственники со стороны жениха и невесты. А вот у ингушей не принято праздновать и играть свадьбу вместе. У жениха своя свадьба, а у невесты, а точнее у родственников невесты, своя свадьба. И вот жениху нельзя выходить из специально отведенной комнаты ко всем гостям. Он находится только с близкими друзьями вот в такой комнате. Да, конечно, со стороны выглядит странно, и мне кажется даже скучно, но таковы правила и адаты у ингушей. Ну, кстати, к жениху можно приходить и поздравлять его с днем свадьбы. Это было не запрещено, это я сам заметил. Ну а так вот на протяжении всего дня мы просидели в этой замечательной комнате, кушали, общались, поздравляли Хамзата со свадьбой. Я очень хотел снять ингушскую свадьбу, и мне в этот раз повезло, потому что я снял свадьбу в ресторане, и на следующий день по приглашению Хамзата и его семьи я приехал в гости к Бековым в город Назрань на домашнюю свадьбу дома в кругу близких и родных людей Хамзата. Кстати, дома мне понравилось намного больше, как-то душевно и интересно, и еще громче и веселее было, чем на свадьбе в ресторане. В ресторане все-таки было в каких-то все рамках, мне показалось, а вот дома все же по-настоящему и по-ингушски.
Очень, очень интересно. То есть на мое 16-летие папа решил мне подарить. Видишь, Артем, тут отверстия остались. Тут пюпитер был, ну, там ставим ноты. И там была надпись любимому сыну Хамзату в честь 16-летия от папы: играет для народа, будь композитор. То есть я продолжаю играть для народа и стараюсь быть композитором для народа. Ну, это не стало и как бы основной профессией. И кто-то ее сорвал во время свадьбы брата, видимо, кто-то не вынес, вот сорвал. И я расскажу сейчас эту историю, как получилось. Мы поехали во Владикавказ покупать пианино. Тогда все ездили в Владикавказ, потому что музыкальных магазинов не было нигде. Мы выбрали это пианино, и по дороге из Владикавказа в Назрань я услышал эту мелодию. И едем мы, и папа мне говорит: запомни эту мелодию. У меня же слух музыка, я же по слуху играю в основном. Папа сказал: говорит, запомни эту мелодию, она очень красивая, и ты для меня ее сыграешь. И она у меня звучала, как бы, пока ехали по дороге, она у меня звучала, и я ее запомнил. И с тех пор я ее играю. И папа постоянно ставил, у нас стояло тут кресло синее, помните, что он там сидел, и постоянно, это был мой лучший слушатель. Он сидел, часами мог слушать, я мог часами для него играть. И это был очень большой ценитель искусства и музыки. И, в общем, я уже, сколько мне, 15-16 лет было, уже 32 года прошло, 32 года ищу автора этой мелодии, я писал везде. То есть я не могу найти автора. И с тех пор я играю как музыка неизвестного автора. Мне уже предлагали записать ее на мое имя, потому что она не существует ни в одном регистре мира. И мне говорили: может, вы неправильно запомнили, когда ехали, говорит, оттуда. И было же всего 16 лет. Ну, да. Я говорю: нет. Я уверен, что я ее услышал на синтезаторе. Помню, был такой ансамбль «Ласковый май». Да. Как раз закончился «Ласковый май», и пошла вот эта вот мелодия. В общем, с тех пор я ее играю. Сейчас я сыграю, потому что расстроенное пианино. Но это очень красивая мелодия. Если вдруг кто-то услышит, я буду бы рад узнать автора. Да. Такая вкусная мелодия. Красиво. Знаешь, что я еще знаю? Что ты пишешь стихи. Ты можешь что-нибудь зачитать на французском? Зачитать. А на французском? Да. Ну, на французском я практически все свои стихи. Ну вот, на французском будет интересно. Какое-нибудь самое... Ну, тот, который больше лучше. всех нравится французами, который вошел в мой сборник стихов, который вышел в 2016 году, это «Les épines». «Шипы» называется. On a transpercé par les épines d'une rose que j'ai un jour cueillie.
Ces beaux pétales d'une douceur très fine par leur magnificence m'ont ébloui. Pour posséder cette prodigieuse beauté, le ciel alors cruellement m'a gâté. Ce n'était qu'elle qui pour moi comptait. Je rêvais d'elle partout, je racontais à tous. La rose que j'ai cueillie a des épines très tendres, elle est ma vie. Mais ces sublimes pétales m'avaient trahi, et la lumière très sombre d'une agonie qu'elle m'a offerte pour que toute ma vie, je sois absent, flottant, anéanti. Mon âme reste transpercée par les épines d'une rose que j'ai un jour cueillie. Да. Руслан, может, раз переведет? Ну, перевести это про розу, которая имеет шипы, и когда они пронзают сердце, то это надолго. Вот, в общем, такая, скажем, драматургия в поэзии небольшая. Может, направление. Можно очень по-русски близко. что-нибудь, Да. на русском очень хорошо. Не, на русском я свои стихи не помню. Потому что я... на русском что я могу почитать? Ну, последний очень хороший. Не, у меня Катрен, я пишу басни, я пишу стихи. Так Сейчас. красиво пишешь, там, никогда ты не разделяешь, там, чеченцев. Не, никогда в жизни ни одного стиха у меня нет, где я призываю людей к каким-то... Наоборот, надо стремиться, когда есть возможность, когда ты становишься публичной личностью. Я думаю, на нас уже такая определенная нож, мы несем какую-то определенную нож и определенную миссию. И я считаю, что каждый человек, у которого есть это поле, то есть это арена где-то, да, то есть для кого-то это арена, для кого-то это поле. Для меня это огромное пространство, и мне кажется, в этом пространстве очень легко потеряться сегодня в меру. То есть в эту эпоху стремительного прогресса, где все идет через интернет, мне кажется, что каждый должен стараться сеять добро и дать какую-то такую определенную позитивную какую-то нотку. Так, пока ты ищешь свое стихотворение на русском Слово языке. «Войнах», например. Ну давай, раз нашел уже. Сейчас первый что. Это, вы знаете, сегодня маленькие народы начинают терять свои этнические, лингвистические, свою этническую лингвистическую принадлежность и просто признать в войнах и чеченцев, и ингушей. Почему? Потому что мне особо близка эта тема. И вот в этом стихе, стихотворении я призываю людей не забывать, откуда они родом, и сохранять свой этнический язык. Когда ты забудешь, откуда ты родом, и позабудешь родной язык, не вспомнишь законы, что писаны Богом. Ты потеряешь свой истинный лик. Честь и достоинство сердце покинут, и благородство в тебе вмиг умрет. Истоки глубинные где-то застынут, в прошлом останутся корни, почет. Не потеряйся же в мире не вечном, годы пройдут, будто день пролетел. Пусть на чужбине ты, но не бесчестен, чтобы в войнах навсегда уцелел. Когда будешь горд своим древним родом, ты будешь беречь свой родной язык. Помни законы, что писаны Богом. Тогда сохранишь свой истинный лик. Красиво. Это стихотворение «Слово войны». Кстати, в тему сегодняшнего дня, потому что многие ингуши, многие ингуши забывают свой родной язык, и это очень плохо. Вот. Артем забывает не только язык, но и забывает историю. Историю, традицию. Вот мне опять же по мере твоей возможности, если у тебя завтра будет возможность разделить все это с своими подписчиками. Опять же, раз мы затронули тему войнах, она мне еще раз близка, потому что, вы знаете, история, если мы возьмем всю историю, да, то есть всю ту историю, которую мы знаем, древнюю, новую, новейшую, часто история напишется так, как ее диктует политика и политики. И мне бы хотелось, чтобы люди не смешивали
какие-то политические и этнические моменты, а сохраняли свою внутреннее и, ну, как бы сказать, как бы правильно выразиться, чтобы политически корректно быть, чтобы люди сохраняли свою этническую принадлежность, каковы бы ни были. То есть политика, как вы знаете, да, то есть она меняется постепенно, а люди, народ часто, к сожалению, неправильно интерпретирует волну политическую и идут за ней, и часто возникают какие-то распри. И у меня стих возник, когда вот возникли проблемы с границами, все. И народ очень остро реагировал в этот момент. И в этот момент я написал просто стих, который называется «Посвящение истинным войнахам». Я еще раз говорю, что мы не должны разделяться как народы в плане того, что у нас общая история, общая боль, депортация. Пусть у нас очень много чего расходится, да, в историях там, в каких-то. Но у нас общая боль, у нас общая братская любовь, которая передавалась для нас не просто так от предков, из поколения в поколение. И вот хочется призвать всех не забывать и уважать друг друга. Называется она, стихотворение мое называется «Посвящение истинным войнахам». Мне не будет роднее брата чеченца, и чеченцу не будет роднее ингуша. Разделить нас стараются порученцы, но народу любовь, братьям, велика. Если мы и делили веками что-то, это был хлеб и кровь, но не предка земля. Кодекс чести пусть чужд в мире для кого-то. Для войнахов он смысл был и есть на века. Так давайте держаться за плечи друг друга. Не делите то, что нас единило, всегда. Ведь без брата брат, будто однорукий. А границы между нами не быть никогда. Это будет мое последнее слово, связанное с темой войны.
Очень жаль, что именно эта древняя ингушская традиция почти утрачена, и некоторые местные жители в Ингушетии о ней практически забыли. А ведь фундаментом любого народа является знание своего родного языка и соблюдение традиций. Так вот, через несколько дней невесту ведут по воду к роднику. Так как родника у родовых башен Таргим, откуда родом Бековы, не было, обряд с яйцом и кувшином провели на реке Асса. Помните ту самую иголку, которой подкололи платье невесты? Так вот, этой иголкой невеста должна была проколоть яйцо и разбить его. И если ей удалось сделать это с первого раза, то считалось, новая семья будет счастливой. И да, кстати, если девушку через несколько дней вели к роднику, то это обозначало символ чистоты. К роднику водили только тех девушек, которые впервые вышли замуж. Так вот, это замечательная, светлая и хорошая традиция, которая обозначала чистоту. И ничего более. А эта традиция мне понравилась больше всего, и сейчас вы поймете почему. Все дело в том, что жених не должен никогда общаться и видеться с тестем и тещей на протяжении всей своей жизни. Нет, это не значит, что тесть или теща плохие. Это все в знак особого уважения, потому что жених забрал их дочь из дома. Но жених оказывает знаки внимания теще и тестю. Он дарит подарки, передает деньги через других лиц, ну и так далее, вы поняли. Так что есть здесь и свои плюсы, и свои минусы. Но я вижу в этой традиции плюсы. Все дело в том, что, к примеру, у русских много разваливается союзов из-за того, что родители постоянно вмешиваются в отношения своих детей. Вот так не должно быть. Я считаю, что ссор из избы выносить не нужно, и отношения нужно все же выяснять между собой. И никаких третьих лиц, включая своих родителей, вмешивать не нужно. И тогда браков бы в России намного больше сохранилось. Мы приехали на родник, чтобы невеста набрала в кувшин чистой родниковой воды из этого родника и уже дома угощала всех гостей. Ну вот, ходили на родник, она принесла чистую воду с родника. Конечно же, этой водой она должна напоить родственников. В первую очередь мы маму напоили, так как у нас мама самая старшая член семьи, братьев, сестер, близких, родных. Они желают ей счастья, здоровья желают, чтобы у нее жизнь была такая же чистая, как эта родниковая вода. Маме в первую очередь, так как мама внизу. Бах, мама, вот. Издуешь, бегка тихо, если молодеешь, что дух езешь. Издуешь, бах, амин, амин, больше ничего, да. Говорится, мало говорила. Краткость, сестра талант. Домой. И вам спасибо, что пришли. Времена меняются, но не должны меняться ингушские традиции и обычаи, которым некоторые завидуют. Я был рад побывать по приглашению Хамзата на настоящей традиционной ингушской свадьбе, где я воочию познакомился со всеми традициями
ингушей. А если вам понравилась свадьба и мой блог, то поставьте ему лайк, подписывайтесь на мой канал и не ищите 1000 причин не путешествовать, а ищите миллион причин, чтобы поехать и полететь. С вами я не прощаюсь, и я говорю вам до встречи.